Пенсионерка Валентина Зайцева проживает в одном из частных секторов столицы. Она недовольна скачком цен на природный газ. Женщина считает тариф необоснованным. Для нее 18 сомов за кубометр газа слишком дорогой. По ее словам, газ некачественный и идет вперемешку с воздухом, но при этом счетчик крутит как полагается. В целях экономии днем она топит дом углем. Вечером для поддержания теплоты включает газ. Но топить углем крайне неудобно. Вообще газ невыносимо очень дорогой. Я на пенсии. Пенсия у меня 5 тысяч. 18 сомов куб. Хотя бы даже сделали по 10 сомов куб. Но не 18, а то уже 18 и выше. Это неподъемная, значит? Это неподъемная сумма. Очень многие топят углем, потому что газом невозможно. Во-первых, газ идет с воздухом. Утром встанешь, в доме прохладно, а счетчик мотает. И мотает, будь здоров. Ранее Комитет парламента по топливно-энергетическому комплексу поручил «Газпрому» пересмотреть цены на газ для населения. Депутаты предлагали компании рассмотреть альтернативные пути для снижения тарифа на газ для населения путем уменьшения эксплуатационных затрат и потерь. Я в выходной день не смог вызвать соответствующую службу. Кроме того, сейчас счетчик, как положено, работает, но дом все равно плохо отапливается. Почему? Многие сейчас переходят на электрическое отопление, потому что у вас высокие тарифы. Вам надо снизить цены и быть более клиентоориентированными. Между тем, российская сторона отрицательно ответила на письма правительства о снижении цены на газ со $150 до 100 за 1000 кубометров. По словам заместителя генерального директора «Газпром Кыргызстан», повышение тарифа на природный газ связано только с ростом курса доллара. Он отметил, что Кыргызстан является импортером природного газа. Покупная цена на границе с Казахстаном составляет $150 за 1000 кубометров. Она включает в себя расходы на транспортировку природного газа и расходы на транзит по территории третьих стран. В структуре тарифа стоимость покупки газа занимает более 70% или 12,7 сома. На данный момент, если говорить в целом, общая себестоимость доставки газа от месторождения до потребителя составляет 20,2, а текущий действующий тариф составляет 18 сомов. То есть в данный момент тариф установлен на уровне убыточном. Есть дефицит, который покрывается на протяжении нескольких лет со стороны «Газпрома». По словам же представителя Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса в Кыргызстане, тарифы для конечных потребителей являются социально ориентированными. Что у нас действительно тарифы для конечных потребителей на территории Кыргызской Республики являются социально ориентированными, то есть дефицитными, которые не могут покрыть затраты, полную себестоимость. Так. Далее, значит, основным моментом, значит, является то, что кыргызский сом, к сожалению, уступил больше, позицию потерял больше, чем по сравнению с другими странами. Вот это привело к такому изменению. Между тем, эксперты отмечают, что Кыргызстан находится в энергетической зависимости от монополиста – компании «Газпром». Чтобы тариф далее не повышался, нужно снижение закупочной цены или перевод на расчеты в рублях. Я думаю, во-первых, нужно производить расчеты не в долларах, а в рублях. Во-вторых, надо сокращать потери. Например, у Таджикистана составляют всего 7%, а у нас 11-12%. И третье, нужно на правительственном уровне договариваться с поставщиком о снижении закупочной цены на голубое топливо. Стоит отметить, в 2014 году Россия в лице «Газпрома» завладела 100% акций национального газового оператора «Кыргызгаз», получив их всего за $1. Российский монополист взял на себя оплату всех долговых обязательств купленного за бесценок кыргызского газовика. В мае текущего года предыдущие власти Кыргызстана попросили Россию снизить цену на газ. Но, как видно, Россия стоит на своем. И в связи с происходящими в Кыргызстане событиями не собираются отступать, отмечают специалисты. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.